Итак, вот мы и в эфире. Это снова вторник, 19 часов. Снова студия 6 ТВ. В эфире Александр Бураков. Всем здравствуйте. У нас в гостях Глеб Шебан. Добрый день, Глеб. Здравствуйте. Тема у нас: милиция забирает автомобиль. Что делать? Очень необычный кейс нам сейчас расскажет Глеб. Рассказываю, что было дальше и как было у меня на самом деле еще в августе месяце. Да? На самом деле смысла в этих действиях абсолютно нету. Милиция делает это только с одной целью: просто нагадить людям и больше ничего. И раньше это было как? Останавливает у тебя ГАИ, завозит тебя в РОВД, там тебя встречает, скорее даже не встречает, а сами гаишники бегают, находят хоть где-нибудь, хоть какого-то сотрудника уголовного розыска. Он смотрит машину и говорит: ой, я не могу прочитать ВИН-номер. Да? Я говорю, что ВИН-номер не читается, потому что надо резиновый уплотнитель просто приподнять и посмотреть, и тогда все прочитается. Он говорит: нет, я ж не могу, говорит, взять этот уплотнитель резиновый и посмотреть. Я, говорит, не могу прочитать ВИН-номер, поэтому давайте машину мы забираем на стоянку РОВД, в моем случае это был Ленинский РОВД, и сотрудник уголовного розыска начинает проверку в отношении неустановленного лица согласно такой-то статьи Уголовного кодекса. Потом примерно дней через 20 приходит эксперт судебный. Конечно же, он смотрит все номера, они обязательно совпадают, отдают машину ровно через месяц, но по закону, сразу забегаю вперед, судебный эксперт имеет право нарушить лакокрасочное покрытие. То есть вам покоцали, говоря молодежным языком, машину, немножко содрали там лак-краску и дают вам машину вот в таком виде. Вот просто, грубо говоря, на ровном месте сделали гадость, за что, конечно, спасибо, мы не говорим. Но у Глеба Шебана абсолютно какой-то ноу-хау. Рассказывай. Еще раз добрый день. Вечер уже. Вечер, да. Извини, перебью. Глеб сказал вечер. Напоминаю, что в прямом эфире мы работаем по вторникам в 7 вечера, и поэтому можно задавать вопросы. Я прямо сейчас на планшете читаю, что вы пишете в чат. Кто нас смотрит днем, этого сделать вы не можете. Смотрите по вторникам. Продолжай. Значит, действительно сложилась у меня ситуация, связанная с действиями сотрудников милиции. Действительно, признаю, 22 числа, да, где-то ориентировочно. Марта. 22 марта, да, сейчас у нас 27 апреля. Я находился, нарушил требования знака, да, в промежуток времени 17:45 до 18:00 на автомобиле. Спустя определенный промежуток времени, да, ко мне подошли два неустановленных сотрудника. Да, первый подошел. В штатском? Первый был в штатском, да, представиться, ну, конечно, он не представился, это было бы глупо. Да, вообще это было бы правильно, но да. Просто они не представляются, потому что, чтобы потом их фамилию не называли нигде. Да, действительно так, и задал мне вопрос касательно того, что я нахожусь на данной территории. Да? Я ему задал встречный вопрос, а он, собственно, кто? Да, в несколько более грубой форме, но все же. Вот. Спустя... То есть диалог был такой: ты кто, а ты кто? Да, а ты кто, а ты кто. После этого он у меня по какой-то причине захотел потребовать документы, да, но его же ничего не останавливает в этом моменте. Я ему задал встречные вопросы, какие документы нужны, ну и дальше мы углубились в данное изыскание. Спустя где-то минуты две, да, данный господин был таков, да, подошел ко мне второй сотрудник уже в форме, представился, назвал свою фамилию, имя, отчество, потребовал водительское удостоверение. Я несколько удивился, спросил, зачем ему мое водительское удостоверение, и кто он такой, и почему я ему должен передать. Вот. Ну, спустя определенный промежуток времени, да, он мне четко, то есть они ограничивали мой выезд, да, с данного места, то есть непосредственно ставший перед машиной. А это где было территориально? Это территориально Первый Брикетный, там, где невдалеке РОВД, Октябрьск. Вот. Соответственно, они стали непосредственно передо мной, да, ограничивая.
и сказали, что мы дожидаемся сотрудников ГАИ с целью продолжения данных изысканий. Вот. Подъехали сотрудники ГАИ на одной машине вчетвером. Их было там 4. Вот. И ко мне подошел сотрудник, представился, фамилия сотрудника Шеховцов. Вот. Сказал, что вот вы нарушили, можно ваши документы. Я ему ответил, да, я согласен с нарушением. Действительно, так оно и есть, спорить глупо. Вот. На тот момент я... Смотри, и давай быстрее. И получается, они потом говорят, что типа, а поехали с нами в РОВД. Благо до РОВД было метров 300, да. После того, как сотрудник ГАИ составил на меня постановление ввиду того, что я был согласен с правонарушением, да, выходит второй сотрудник ГАИ, более такой важный, наверное, да, Бобров Геннадий Васильевич, наверное, вот. Званием выше? Званием выше и фигурой больше. Вот. И, собственно, говорит мне о том, что у него есть подозрение, что ВИН-номер моего автомобиля Acura MDX, да, видоизменен. Вот. Естественно, он методом непосредственной физической силы, да, предлагает мне, приказывает мне, да, ехать на данном автомобиле на территорию, соответственно, Октябрьского РОВД, благо близко. Смотри, забегая вперед, сразу поясню, что сотрудники милиции не имеют права, скажем так, вообще там ничего смотреть, да, то есть они должны были сверить ВИН-номер в техпаспорте с тем, что они видят на машине, и вот у них есть подозрение, либо нету подозрения, но проверяет ВИН-номер судебный эксперт, то есть не сотрудник милиции. И здесь почему я заостряю внимание вот на этом моменте, потому что у них очень странные отношения, потому что в моем случае, условно говоря, сотрудник вот этой службы судебных экспертов, почти что послал подальше работника милиции, вот, и почти прилюдно, да, то есть он как бы дал понять, что не будет обсуждать какие-то проблемы, связанные с машиной. То есть у них задача какая? Когда машина стоит на территории РУВД, получается, на эту территорию РУВД вызывают вот этого судебного эксперта, он приезжает, ты приезжаешь тоже, и открывается машина только вами, друзья мои, и только в его присутствии, только вашим ключом. То есть работник милиции не имеет права даже сам открыть вашу машину. Очень рекомендую всегда завести машину и показать, что она работает. Потому что после того, как будет проверен ВИН-номер, а он проверяется в том числе с помощью специального электронного считывающего устройства, оно подключается к бортовому компьютеру. Вот, после этого, скажем так, машина может, вот в моем случае она восприняла как возможный угон, и после этого не заводилась. И вот случилась такая ситуация, что вот машина не заводится, что делать? А как бы я же здесь не при делах, правильно, меня вообще не было на этой экспертизе. Что делать? Милиционер, этот сотрудник уголовного розыска, тоже говорит, что делать? Звонит эксперту, а эксперт ему говорит, что чел, я приехал, работу сделал, все, ты кто такой, давай до свидания. Но у Глеба была еще более интересная история, и вот это вот самое интересное рассказывай. Я продолжу, наверное, с того момента, как начал, да. Просто такая ремарка, да, автомобили Acura имеют маркировку везде, начиная от стекол и заканчивая простейшими элементами кузова. Сотрудник ГАИ Бобров, ГВ, да, осуществлял данный... Не смог прочитать. Он, он осмотрел достаточно быстро, в течение 3 секунд, да, где-то 3-5 секунд он сделал свой вывод. Вот. А о чем он говорил, мне непонятно. О чем он думал, мне непонятно. Может, он не может прочитать латинские буквы. Возможно, но спустя определенный промежуток времени я вбил данные сотрудника, да, фамилия, имя, отчество в сеть интернет и узнал очень много о данном сотруднике. Смотри, мы не будем это озвучивать, потому что сейчас это опасно, да. Да. Давай сейчас вот про Acura. Действительно, после того, как мы с сотрудником Бобровым проехали в РОВД, поставили автомобиль, да, меня встречал сотрудник уголовного розыска. Вот. Очень предсказуемо, да, это стандартная практика. Изъял у меня объяснение, да, и мы достаточно долго общались по сути данных изысканий, где-то так часа 4-5. Вот. Не
суть, что называется, да, и данное изыскание он мне дал повестку на следующий день, да, по которой я должен был явиться. Я, естественно, явился, да, и в тот же день по всем адресам моей регистрации, да, проводились обыска или обыски. Да, обыски. Обыски. Вот, и... А я поясню и тебе объясню, и нашим зрителям, да, почему. Напомню, что 22 марта Глеба задержали, а 25 марта у нас что? Я даже хочу сказать, что Глебу повезло, потому что некоторые ребята, они присели немножко на ИВС. Вот примерно в это же время. Так что, в принципе, это еще не самый плохой вариант. Конечно, милиция готовилась к 25-му соковика Дню воли. Главное было не допустить. Я даже не знаю, что у них сейчас главное, да, потому что у них не поддается осмыслению вот весь этот трэш, который сейчас происходит. То есть по логике непонятно никому, кроме них, вот они делали то, что они делали. Но я тебя прошу сказать, что было с экспертом. Как ты туда доехал? То есть получается, что в РОВД эксперт не приехал. Ну да, действительно, спустя, по-моему, если не ошибаюсь, 15 числа, да, соответственно, мне позвонил по мобильному телефону сотрудник уголовного розыска Иванченков А.В., вот, который сказал мне о необходимости явиться через 2 дня, да, по факту проведения экспертизы. Я как бы явился действительно в тот момент, но эксперт как таковой, да, он в РОВД не приезжал. Я так понимаю, эксперты перестали приезжать в РОВД. Надоело. Вот. Может быть, я вот не знаю почему. Раньше они ездили, сейчас перестали. Вот. Вместо того, соответственно, Иванченков А.В., да, затребовал, чтобы я, потребовал, да, чтобы я в данный автомобиль сам перегнал, да, на территорию Центра судебных экспертиз. Да. Да, а он находится где-то в районе улицы Благо Гагарина. недалеко от Октябрьского РОВД, около 1,5 километров. Да. Я выполнил, естественно, сам Иванченков А.В. со мной не поехал, дал 2 сотрудников, грубо говоря, наверное, стажеров. Вот, то есть они сели в машину с тобой? Вместе со мной, и мы выдвинулись категорически в данную экспертизу. Дальше происходила очень интересная ситуация, связанная с тем, что оформив все документы, да, заехав на территорию данного прекрасного учреждения экспертизы, эксперт задал мне феноменальный вопрос: а где номер? То есть, я несколько удивился. То есть, в общем-то, судебный эксперт не знает, где находится ВИН-номер в машине Acura. Ребята, зачем тогда вообще гонять машину на экспертизу? Это вообще вот полный трэш. То есть, это полная профнепригодность. Но что было дальше? То есть, забегая вперед, сразу скажу, что машину до сих пор не отдали. Не отдали. Да. Забегая вперед, мы вчетвером проводили данное изыскание, то есть там достаточно сложный разбор, благо, соответственно, много рук. Эксперт замыл, нужно дать должное здесь эксперту, абсолютно аккуратен, абсолютно тактичен, корректен и так далее. Вот. Я больше скажу, эксперты не любят милицию. Многие эксперты ждут, не дождутся, когда поменяется власть в стране, да, но это не меняет проблемы. Собственно говоря, они не знают, где в Акуре находится ВИН-номер. Да. Вот в чем проблема. Нужно дать должное, все очень аккуратно сделал, да, то есть все более чем как нужно выполнил. После этого вместе с данными 2 сотрудниками, да, мы и ныне удалились с данного прекрасного заведения. После этого я написал запрос Смотри, то есть ты загнал машину, получается, назад в РОВД? Да, по требованию сотрудника. Насколько законно было требование, насколько законно было мое перемещение на автомобиле, если учитывать, что, по их мнению, данный автомобиль с измененной ВИН-маркировкой. Так смотри, если эксперт не знает, где ВИН-номер, с чего они взяли, что он с измененной маркировкой? Когда у сотрудника ГАИ возникли подозрения, соответственно, вполне возможно, что он, мы предполагаем, вполне возможно, что он с измененной маркировкой.
То есть получается, я, получается по требованию вообще нету. Я по требованию сотрудника передвигаюсь на автомобиле с измененной ВИН-маркировкой. Хорошая, значит, вещь. Собственно, уже нарушение какое-то. Собственно, наверное, целых два. Но здесь самый важный момент. А судэксперт вот этот вот, да, вот он все-таки в итоге, там, я не знаю, как-то нашли ВИН-номер? Да, ВИН-номер полностью, все с ним абсолютно нормально, полностью ровная машина, потому что, ну, прежде чем приобрести, разумеется, это все осматривалось, разумеется, это все не так просто. И с ВИН-номером, и с маркировочными табличками, и со всеми табличками по кругу деталей. Все абсолютно ровно, чисто, красиво, корректно, и никаким изменениям автомобиль не подвергался, собственно. Смотри, так а он подключал вот к бортовому компьютеру свой прибор, вот этот экспертный? Нет, он не подключал к бортовому компьютеру прибор по той причине, что я ему предоставил все необходимое, ввиду того, что у меня в автомобиле находился сканер, да, который более чем подробно это все сканирует, и мой автомобиль позволяет вывести данные идентификационной маркировки просто на дисплей, нажав на кнопку, путем непосредственного сравнения по блокам. Слушай, что? Понял. То есть у меня тогда такой вопрос. Может быть, это просто такие сейчас пошли умные машины, что эксперты их просто не видели? Нет, просто это автомобиль сравнительно новый, 2014 год выпуска, и сравнительно редкий. То есть, автомобиль марки Acura MDX встречается крайне редко. То есть, получается, возможно, судебный эксперт не видел никогда эту машину, сблизи, по крайней мере. Мы не можем о чем-то утверждать, да. Но если он не знает, где там ВИН-номер, не почитал, бывает. Как говорится, приехал на экспертизу, эксперт нифига не знает. Покажите номер, да. Так, Александр Хамратов наконец-то ожил и задает нам вопрос. А в каком статусе вы находились при этих процессуальных действиях? Свидетель. В повестках, во всех, которые было написано, четко написано «свидетель». Угу. То есть в качестве свидетеля вызывается в качестве свидетеля. Это, как всегда, возбуждается проверка по уголовному потенциально какому-то, по уголовной статье, но в отношении, как они пишут, неустановленного лица. То есть, получается, вам ничего не предъявляют, а якобы есть какой-то негодяй, который вот, может быть, что-то такое сделал. Ну, кстати, насколько я знаю, у Александра Хамратова тоже отбирали машину. И почему мы делаем эту программу? На мой взгляд, примерно от 50 до 100 машин я оцениваю, вот было задержано по такой схеме. А почему они были задержаны? Вот мы переходим к другому немножко вопросу. Глеб, а задерживали ли вас сотрудники милиции на каких-то массовых мероприятиях? Было у меня определенное изыскание, если касательно поствыборного периода, да, действительно имел удовольствие быть доставлен в РОВД, да, по-моему, если не ошибаюсь, 12 августа. Вот, но ввиду, не знаю чего ввиду, то есть меня отпустили из этого РОВД, да, составили протоколы. А потому что, кстати, Октябрьское РОВД, в отличие от Ленинского, меня привозили в Могилевский РОВД. А в Могилевский РОВД. А Могилевские вообще молодцы. То есть вот в Могилевском РОВД получается самая ровная милиция. На втором месте у них по рейтингу Октябрьский, а вот самый трэш это, конечно, Ленинский РОВД. Так что можно сказать, что повезло. Все, вот это объясняет все. Человек, который проходил по статье 23-34 в августе, не может нормально ходить по городу накануне 25-го соковика. Как не может? Мы же видим, что не может. Я не может ездить. Но я не был привлечен по данной статье ввиду по суду ввиду истечения срока давности. То есть в отношении меня никаких взысканий по 23-34 на тот момент не было. То есть никакого, то есть не было суда и не было постановления? Нет, суды были многочисленные, по-моему, 3 судебных заседания, либо 4, но никаких взысканий касательно моих Понятно, нету. Значит мстят. Тогда здесь все понятно. Скажи, пожалуйста, по какой причине, чтобы закрыть вот эту тему, да, по какой причине до сих пор автомобиль не отдали? Как мне пояснил Антон Иванченков, который занимается всем этим делом, да,
он, дескать, ему необходимо провести какие-то запросы, либо какие-то выборки о том, что данный автомобиль, ну, данный ВИН-номер не числится в угоне по Интерполу и по, грубо говоря, там СНГ или что-то типа такого. Ну, вот я бы хотел, может, спросить, кто-то в комментариях напишет, это ответ даст, да, потому что мы обсуждали вот перед эфиром с Глебом. Насколько я понимаю, для того, чтобы это проверить, надо вбить ВИН-номер вот в компьютер, в какую-то программу с базой, да, ну, база угнанных автомобилей. И оно покажет этот Абсолютно ВИН-номер. верно. Да. То есть я так понимаю, что это дело на максимум 30 минут. Ну, час от силы, но учитывая, что, наверное, у сотрудников уголовного розыска есть доступ к этой базе, и действительно, ну, как бы автомобиль мною приобретался, по-моему, 12 февраля. Этого года. То есть, ставился на учет, то есть он в Минске снялся с учета 12 числа, здесь поставился на учет 23 числа. Через месяц вот происходит эта ситуация, и они как бы до сих пор не уверены, что машина не в угоне. Да, то есть как могли сотрудники ГАИ по ВИН-номеру, да, 23 числа, ну, как бы поставить в таком случае автомобиль на учет, если он был бы угнан. Смотри, ну получается, если они дальше вот что-то думают, получается, вместо того, чтобы ввести вот этот ВИН-номер в компьютер, я так понимаю, что они дали запрос в какой-то бумажке от руки писанной, да, чтобы им прислали какую-то бумажку от руки писанную с какой-то, наверное, печатью. Ну, действительно так. Я обнаружил в адрес себя письмо, в котором говорится о том, что 9 числа, что спустя 9 дней, да, была назначена экспертиза, соответственно, материал проверки якобы приостановлен. Потом я получил письмо о том, что 21 числа он уже возобновлен, 21 апреля, соответственно. Да, по какой причине это все тянется так долго, совершать столь простые действия, которые являются абсолютной рутиной при покупке автомобиля, мне непонятно. Ну, это, во-первых, конец IT-стране, собственно говоря, да, то есть, если мы IT-страна и не можем просто сверить ВИН-номер, да, ну, это большая трагедия, на мой взгляд, вот на сегодня, да. Это первое. А второе, я хочу отметить, что на самом деле милиция ведь за это получает деньги, да, вот по большому счету это имитация бурной деятельности, то есть милиция не работает, а имитирует свою работу. Всем понятно, что машина это чисто, да, всем понятно, что все автомобили, которые задерживались, да, ну и эксперты доказали, что все в них хорошо. Единственное, зачем это надо было милиции, это чтобы вот нарушить вот это лакокрасочное покрытие возле ВИН-номера. То есть, ну, грубо говоря, это называется нагадить людям. Вот и все. И за это люди получают зарплату. Глеб, ну вот, на мой взгляд, вот эта тема исчерпана, да, то есть она абсолютно интересная, особенно вот для меня здесь. Я кучу давал там каких-то консультаций, да, мне звонили люди, спрашивали просто, ну, у меня у первого забирали просто машину, например, я всем говорю, что, друзья мои, не надо ходить в милицию, ничего не просите, через месяц все равно отдадут. Никогда нельзя платить, я считаю, деньги, потому что могут предложить, а давайте мы сделаем вот эту проверку быстрее, только надо, например, заплатить там рублей 70 или 80, и мы типа сделаем там за 3 дня ее. Каких да? частей никто такого не предлагал? Да, ну вот при мне предлагали, это были водители Сергея Тихановского еще в мае месяце. Вот им было такое предложение, что типа можно сделать платное, оно будет быстрее. И вот такая штука тоже бесполезная штука, потому что здесь задача милиции какая? Просто задержать на месяц, чтобы вот сделать вам опять-таки какую-то вот такую вот гадость, и потом покоцать просто лакокрасочное покрытие, а потом отдать, езди, да и все. Но это абсолютно бессмысленно и беспощадно, причем мы понимаем, что все равно дни этого режима абсолютно сочтены. Глеб, и я сейчас хочу поговорить на другую тему. А что ты думаешь, ну, я всем задаю этот вопрос, да, вот ты молодой, перспективный Спасибо. Человек, да, что ты думаешь вот про нынешнее лето, вот это революция, не революция, стоило было в это ввязываться, не стоило, вообще за кого ты голосовал?
Ну, голосовал я за кандидата. Это раз. Мы понимаем. Вот. Второе, что будет? В любом случае что-то будет, по той причине, что я не лезу на текущий момент здесь в глубоко политические темы, я интересуюсь исключительно экономическими темами. Смотри, ну в данном случае, подожди, в данном случае, согласись, политическая тема заинтересовалась немножко тобой. Ну да, есть такая деталька, действительно. Да, и поэтому вот все, кто говорит, что я не интересуюсь политикой, ну, друзья мои, но на самом деле никто не интересуется политикой, вот за редким исключением, да, но просто политика всех возьмет за горло в любом случае, вот она берет. Действительно, но я верю в то, что когда-нибудь я буду жить в той стране, в которой работает закон. Очень хорошее такое лирическое отступление, да, а я добавлю, что я за мир во всем мире, я за то, чтобы не было голода вообще нигде, и за то, чтобы врачи помогали детям Африки. Сейчас давайте вернемся в Могилев, да, и все-таки поговорим о том, что, ну, например, вот по итогам всей этой кампании настроение у тебя какое? Сваливать из страны, либо не сваливать, либо что? Мое настроение не сваливать. Сугубо мое личное суждение, да, я считаю, что человек, который свалил из страны, да, по сути дела, он не сделал ничего хорошего для той же страны, для того, чтобы что-то как-то изменить. Парирую вот этот твой достаточно стандартный красивый ответ. Но вот а страна твоя, вот родина много тебе сделала хорошего? Вот машина Акура твоя сейчас где? Ну, мы знаем где. Но единственное, что мы знаем где. И вот смотри, вы же сами все понимаете. Вот. Вы же сами все понимаете, по-моему, это цитата, да, в данном случае, потому что это сказал кто? Работник милиции. Сотрудник милиции господин Сильванович. Либо с уголовного розыска. Нет, господин Сильванович Александр Сергеевич. Да, он так и сказал, что вы же сами все понимаете. Да, он, ворвавшись в кабинет уголовного розыска, когда мы там изыскивали изыскания, да, извиняюсь за тавтологию, он приказал мне выдать так называемое предупреждение о недопустимости участия в несанкционированных массовых мероприятиях. Ну вот смотрите, вы обычный гражданин, на автомобиле, да, взяли, нарушили правила дорожного движения. К вам подходит милиция и говорит... Нет, сначала ко мне подходят непонятные люди. Ну это ладно, дело с непонятными намерениями. Пускай даже с непонятными намерениями, пускай работник милиции. И вам говорят, что вы не там стоите. Вы говорите, хорошо, я готов заплатить штраф. И вам говорят, а сейчас мы вас предупреждаем о недопустимости, да, вот участия в чем-то. Но это же бредовая ситуация, правильно? Это просто абсурд. Да, вот у меня, абсурд. Смотри, и вот у меня вопрос, так а что тогда вот печься об этой родине? Вот говорят, что типа вот ничего не сделать для этой страны. А тебя вот родина сейчас вытирает ноги. Я сразу скажу, что мало веселого в том, когда тебе сдирают лакокрасочное покрытие. Абсолютно согласен. Есть люди, да, у которых машины были достаточно дорогие, да, там джипы какие-то, еще что-то, да. Ладно, у кого-то там задержали машину 97-го года, да, ее, грубо говоря, спали не жалко, да. Но если хорошая машина, и тебе вот этот вот эксперт сдирает лакокрасочное покрытие. Ну, конечно, все понимают, что в противостоянии как бы вот со всем этим режимом, да, ну, надо как-то держаться. Но ведь хорошего мало. Согласен. Но, как говорится, есть людей, которые находятся, я не в защиту сейчас, да, и не в обвинение. Людей, которые там находятся, которые работают эту работу, их тоже можно понять. Им дали указания, они выполняют работу. Нет, подождите. А что значит понять? Я вам хочу сказать, что вот есть люди, которые, например, давали присягу, в присяге был текст, и они клялись. Еще есть такой... Ну, вы же сами все понимаете. Да, вот хороший ответ, да, который дают эти же самые люди. Да. Еще есть законы милиции, да, в котором тоже написано очень много интересного. Но вот, например, если человек нарушает и законы милиции, и присягу, вопрос, вот мы его считаем кем? Вот это милиционер, не милиционер, да, и вот все это входит в понятие родина.
Тема действительно достаточно глубокая, и я считаю, что рано или поздно за любую деятельность, да, всегда наступают последствия. Рано или поздно каждый человек, да, который нарушил каким-либо образом права граждан, в любом случае будет призван к ответу. Бесконечно так продолжаться, на мой взгляд, и не может, да, и мы в любом случае придем к тому, что в этой стране действительно будет работать закон. Как сказала мне одна гражданка, да, пусть выражусь достаточно старомодно и сухо процессуально, все мы под Богом ходим. На что я ее высказывание достаточно легко парировал, да, но не переживайте, не всех примут в рай. Как-то так. С этим я соглашусь абсолютно. Да, передам привет сейчас Петру Павловичу из Осиповича. Кстати, у вас в Осиповичах тоже был похожий кейс, и, по-моему, даже не один. Оттуда были звонки правозащитникам. Спасибо вам, да, вы пишете теплые слова в наш адрес. И все-таки, смотри, Глеб, вот в мае месяце, да, мы как-то делали программу, и ничто не предвещало вот этих событий летних. Вот, например, в мае-июне ты мог представить себе, что что случится в август? Ну, что август случится после июля, я мог представить, исходя из базовых знаний. Однако, ну да, это я красиво задал суть вопрос. Авторских, суть вот этих вот изысканий, которые происходят сейчас, да, той волны репрессий, которая обрушилась на, скажем так, на всех граждан Республики Беларусь. Я рассматриваю сейчас большое количество репрессий, не только экономических. Да? Мы сейчас понимаем, что экономика в нашей стране достаточно уникальна, и, скажем так, она не может существовать в таком состоянии сама долго. Вот. Я не мог представить, что у нас в нашей, скажем так, ведь до этого момента все было же хорошо. Вот. Что у нас будут такие ситуации, связанные с задержаниями людей, с избиениями людей, да, и вот смотри, но я считаю это дикостью. То есть... Это дикость. И смотри, вот ты поколение совсем другое. Вот почему я тебе задаю этот вопрос. На самом деле, ну, вот у меня забирали машину, забирали у людей. Да, вот первая волна, на самом деле, вот в августе, сентябре, октябре забирали машины, да, у людей, которые в политике давно. Многие из них с 90-х годов, многие там с 2005-2006 года, да, когда там тоже была площадь, да. Ты совсем другое поколение, да, вы молодое поколение, вы не помните этого. Вы уже выросли, грубо говоря, родились и выросли при Лукашенке. И вот сейчас в марте месяце вдруг взяли и присанули тебя. И вот здесь вопрос, как ты оцениваешь эти события? Вот я не знаю, стоило идти вот на вот эти изменения, да, либо стоило оставить все как есть, и ты бы гонял себе на куре и ничего бы не знал. Но всякие изменения сами так просто не возникают. И идти или не идти на что-то или куда-то, да, ну, как бы каждый человек в силе решить сам. А то, что у нас сейчас возникает, скажем так, волна массового несогласия с действиями правящей верхушки власти, да, ну, действительно возникает, и действительно надо что-то с этим делать, по той причине, что... Смотри, а что делать? Вот сейчас, понимаешь, мы живем в то время, когда сейчас уже нельзя говорить, надо что-то делать. Действительно. Потому что здесь вопрос, вот, я не знаю, либо сваливать, либо устраивать там, я не знаю, еще какую-то революцию. Вот что? Вот просто ваше поколение молодое, вот молодежь, да, чем живет? Вот вы думаете, как? Ну, на самом деле, если бы мы знали как, то это уже, наверное, давным-давно было бы сделано. Это глубокая мысль. Но, грубо говоря, четкого механизма, алгоритма, да, нет, ну и здесь не будет, иначе мы тут, скажем так, людей подстрекаем, да, к определенным действиям. Это тоже не очень хорошо. Надо учитывать, да. Да, ну, я считаю, что очень много
очень многое зависит от действий международного сообщества по той причине, что Беларусь, по сути дела, находится в центре Европы. И мы очень сильно зависим от того, как экономически мы будем существовать дальше. Ведь деньги штука такая, рано или поздно они заканчиваются. И мы придем к определенному времени, когда, грубо говоря, за определенные виды деятельности наша страна не сможет рассчитаться. Вот тогда, может быть, либо какие-нибудь иные меры, я, если честно, не знаю, потому что, по сути дела, вот гляньте так, насколько у нас изменились потребительские цены, да, то есть... Цены выросли. Несколько программ назад мы с Петром Мигурским здесь открыто говорили о том, что 50% населения Республики Беларусь, даже чуть больше, живет на зарплату до 500 рублей, то есть $190. Да? И мы тоже говорили, что $2 в день, да, это уровень бедности, согласно критериев ООН. То есть сейчас люди живут пока на $6, но это вот от уровня бедности вот-вот и ты там. Да? И только 10% населения живет на зарплату 1000 рублей и выше. То есть, грубо говоря, все остальные это далеко не богатей. То есть, по большому счету, у нас страна такая вот, полунищебродская уже сейчас, да, и согласен, цены растут, и главное, что, естественно, при этом режиме перспектив не будет, то есть нету развития, и развития никто не обещает, да. Скорее наоборот, стагнация. Будет стагнация. И вот смотри, и вот ваше поколение, поколение твоего года, оно думает чем сейчас? Вот в этой ситуации что вы намерены делать? Я не могу отвечать за целое поколение. За себя мы на тебя посмотрим, решим, что все поколение так думает. На самом деле задача, может быть, это лично для меня, да, но у меня есть определенные интересы, да, в которых я очень хотел развиваться. И так далее. Я просто считаю, что человек, который умеет делать что-то хорошо, и для него эта работа, это удовольствие, да, что и он будет идти вперед, и он будет саморазвиваться, он, наверное, сможет жить, наверное, при любом режиме, да, будь то текущий, будь то любой другой. И я крайне... Мне очень нравятся люди, которые на вопрос корректно поставленный всегда могут дать корректно поставленный ответ. И наша задача, наверное, как всех собравшихся, да, и как всех, сделать так, чтобы таких людей, которые было большинство. Конец программы, у нас уже время совсем мало, задаю корректно заданный вопрос. Да. Скажи, пожалуйста, смотри, ты сейчас политически репрессированный человек, да? Ты попал под вот эту вот раздачу. И у меня вопрос, ты жалеешь, что это произошло с тобой? Жалеть глупо. Зачем жалеть о том, что случилось? Надо жить дальше, приступать к определенным действиям, да, к определенным изысканиям, так, чтобы все сложившееся имело с собой какие-нибудь последствия не только для меня, да, но и для всех людей, и это все создавшие. Вот так мыслит молодежь. На этом мы должны уже заканчивать. Время наше вышло. Напомню, у нас в студии был Глеб Шебан. Мы рассматривали тему, связанную с задержанием автомобилей. Это началось еще в августе месяце. И на самом деле тему предложил сам Глеб, а мы ее упустили. На самом деле про это давно надо было уже рассказывать, да? Но как-то вот у нас, скажем так, в фокусе внимания было что-то другое. И не перестает удивлять нас наша милиция какими-то трэшевыми вещами. То, что рассказывал Глеб до марта месяца, было просто не так. Сейчас стало еще как-то более удивительно. Все, что произойдет интересно на следующей неделе, да, расскажем в следующий вторник. Напомню, мы выходим в прямом эфире в 19 часов. Это был Александр Бураков, была студия 6 ТВ. Спасибо большое Глебу Шебану. До свидания.